Работа научно-исследовательского института сельского хозяйства направлена на научное обеспечение развития субтропического растениеводства как важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства, соответствующего уникальным почвенно-климатическим условиям Абхазии. Здесь выращивают ягодные, косточковые, плодовые, субтропические, цитрусовые и декоративные культуры растений. В последнее время не всегда для выращивания посадочного материала вышеперечисленных культур весенние метеоусловия не благоприятствуют. Холодные метеоусловия весенние приостанавливают вегетационный период, продлевается вперед, и нужного стандартного саженца не всегда получается вырастить. Несмотря на это, каждый по отделам то, что выращивается, стараемся до стандарта доводить, и покупатели, крестьяне, будь это фермеры, приходят не всегда, не в том объеме, наверное, но получают основной ассортимент, нужный для выращивания при садебном участке или в большом объеме. Наиболее высокий спрос покупателей приходится на цитрусовые и субтропические культуры – хурму, фейхоа, грушу, персик, сливу, галычу и так далее. Количество посадочного материала в саду варьируется. К примеру, эти саженцы цитрусовых и фейхоа считаются нестандартными, и их пока оставляют на доращивание. В прошлом году количество посадочного материала увеличили до 30 тысяч. Практически на каждый вид 2-3 тысячи саженцев. Иногда случается, что кое-какие сорта или виды саженцев выпадают, хотя спрос покупателей есть. Но, как объясняют специалисты, выращивание одного саженца – процесс долгий и трудоемкий. Элементарно, чтобы вырастить один саженец, надо предварительно вырастить дичку, куда прививаем, а это занимает год-полтора, плюс прививаем еще год-полтора до стандарта, доходит в итоге 2-3 года мы занимаемся, чтобы полноценный один саженец получить. Есть наиболее прихотливые, но мы стараемся подбирать такие сорта, которые в наших почвенно-климатических условиях более адаптированы. На то и существует научно-исследовательский институт. Мы минимум 5 лет изучаем на базе или в коллекционных насаждениях, куда высаживаем, или в виде маточников, и ведем наблюдения по фенологии, там морфологическим особенностям и так далее, куда входит, например, устойчивость к вредителям и болезням, сила роста, урожайность, период плодоношения и так далее. Институт сельского хозяйства занимается и селекционной работой, в частности по цитрусовым культурам. Так, за 30 лет в институте удалось вывести до 10 новых сортов цитрусовых и восстановили утерянные. Конечно же, этот объем невелик, и поэтому руководству института удалось приобрести из Европы до 20 новых сортов. В целом, в коллекционных насаждениях института насчитывается до 120 образцов цитрусовых. Для каждой культуры существует дичка, то есть молодое деревце, в будущем используемое как подвой для другого растения. Через неделю будем рассаживать, уже потепление, можно почву обрабатывать. В начале августа сюда будем прививать на этот вид подвоя Кубань-86, можно прививать сливу, персик и алыча. А есть вот для груши у нас айва применяется в качестве подвоя. Для яблони есть клоновый подвой ММ-106, называется среднерослые. Для черешни есть, да. И в результате мы получаем вот такие яблони, саженцы и саженцы слив, саженцы персиков. В структуру Института сельского хозяйства входит 16 отделов, в том числе комплексная лаборатория и 6 экспериментальных хозяйств и участков. Институт обладает значительным научно-производственным потенциалом. Сюда на практику приходят студенты агроинженерного факультета АГУ, где специалисты института делятся с ними опытом и знаниями. Сейчас у нас проходит именно практика. Это получается обрезка и вообще вся структура питомника, как оно вообще от семечки до уже готового саженца. То есть от А до Я все школы питомника мы на месте смотрим, изучаем. Сейчас мы непосредственно занимались обрезкой, это обрезка косточковых именно персика. Также мы еще и занимаемся, будем показывать, как делается прививка, огулировка, как делается вообще закладка участка. То есть все то, что есть именно практические занятия. Студенты заинтересованы. Студенты, если приходят на практику, им всегда интересно, потому что теория это одно, практика уже, когда ты с этим прикасаешься своими руками, это вообще другой интерес есть.
И слава богу, что растет молодежь, которая реально интересуется, потому что сельское хозяйство, без него, сами знаете, это основная отрасль, которую нужно развивать с помощью таких молодых специалистов, как они. Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии был организован в 1994 году и в этом году отмечает 30-летний юбилей. Как и в предыдущие годы, задача института – сохранить и приумножить сорта различных сельхозкультур. Альга Тапшка, Мила Джопуа, Абхазское телевидение.